Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Между парламентом Абхазии, Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации подписано соглашение о сотрудничестве. В Абхазию с официальным визитом прибыла делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным. Делегацию принял президент Аслан Джания. Министерство просвещения и языковой политики обеспечило районные управления и отделы образования более 18 тысячами книг, издаваемых в Абхазии. Русдрам готовится к очередной премьере. 9 и 10 декабря зрителям покажут постановку «Софичка» по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера. 1 декабря с официальным визитом в Абхазию прибыла делегация Государственной Думы во главе с председателем Вячеславом Володиным. С членами делегации Вячеславом Володиным встретился президент Аслан Джания. Также с председателем Госдумы встретился спикер парламента Лаша Ашупа, после чего было подписано соглашение между Народным собранием парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации о сотрудничестве. В составе российской делегации заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, депутаты Леонид Калашников, Андрей Картополов, Сангаджи Тарбаев, Светлана Журова, Константин Затулин. Подробности в репортаже Али Китрапш. Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в Абхазию в полдень. В Сухумском международном аэропорту имени Владислава Арденба гостей встретили спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба, его заместители Фазлы Биавицба, Астамур Аршба, Ашот Минасян, председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Как вы? Все хорошо, спасибо. Как долетели? Хорошо. Быстро. Далее делегация Госдумы Федерального собрания во главе с Вячеславом Володиным почтили память павших воинов в ходе Отечественной войны народа Абхазии, возложив цветы к мемориалу в Парке Славы. Затем в парламенте состоялась официальная встреча спикера Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Добро пожаловать, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас сегодня в Народном собрании в парламенте Республики Абхазия. Отрадно отметить, что после нашего визита в Москву прошло менее 2 месяцев. Вот сегодня вы здесь, значит, наши отношения будут гораздо более интенсивными. Вы впервые в Абхазии с официальным визитом, и это очень значимо как для депутатов парламента, так и для всего народа Абхазии и ее руководства. Сегодня мы будем обсуждать широкий круг вопросов абхазо-российских отношений. Уверен в том, что наше межпарламентское сотрудничество, парламентское измерение позволит решить множество из них. Хотел бы подтвердить позицию о систематизации нашего общения с Государственной Думой, о которой мы говорили в Москве. Мы со своей стороны также намерены систематизировать наши взаимоотношения. Нам есть что обсудить. Необходимо выстроить отношения на системной основе. Мы об этом говорили. И, конечно, знаковое событие – подписание соглашения между парламентом Абхазии и Государственной Думой, где мы определим новый формат сотрудничества, который соответствует запросам наших граждан, интересам стран. И мы с вами, используя межпарламентский формат коммуникации, постараемся сделать все для того, чтобы оправдать ожидания граждан наших государств и сделать все для решения вопросов, которые стоят перед нашими странами. Затем состоялась расширенная встреча депутатов Народного собрания парламента Абхазии 7-го созыва с делегацией Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным. Встреча прошла за закрытыми дверями без участия СМИ. По завершении встречи Лаша Ашуба и Вячеслав Володин подписали соглашение между Народным собранием парламента Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации о сотрудничестве.
соглашения призваны систематизировать наши отношения и интенсифицировать наши межгосударственные отношения. Уверен в том, что подписание сегодняшнего соглашения заложит дополнительный фундамент наших двусторонних отношений. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сегодня вышли на новый формат сотрудничества парламента Абхазии, подписали соглашение о взаимодействии Государственной Думы и парламента Абхазии, в рамках которого создана рабочая комиссия, призванная решать вопросы в рамках парламентского измерения, нацеленные на конкретный, конечный результат. И договорились, что уже через несколько месяцев состоится ее заседание, повестку, которую мы сформируем совместно. Это будут проблемные темы, волнующие как граждан Абхазии, так и граждан России. Мы считаем, что дружба – это улица с двусторонним движением. А что касается развития, оно возможно лишь на основе доверия. А доверие без диалога сформировать невозможно. Поэтому вот сегодняшний наш разговор в закрытом формате вместе с депутатами, всеми депутатами, подчеркиваю, парламента Абхазии явился первым опытом. Нас многое объединяет с Абхазией, общая история, культура, традиция, религия. Мы можем говорить на одном языке, и поэтому нам, с одной стороны, легче развивать отношения, но с другой стороны, ко многому обязаны. Потому что, посмотрите, если говорить о экономических достижениях, товарооборот растет, уже в этом году он стал больше на 41%, чем в прошлом году. Абхазия входит в пятерку самых привлекательных в плане туризма государств для российских граждан. Если речь вести о поездках, то выходит на второе место в посещениях страны после Турции. Жители Абхазии более 600 тысяч посетили в прошлом году нашу страну. Это выбор людей. Люди хотят приехать в Абхазию, жители Абхазии хотят приехать в Россию, но нас тому обязаны. Поэтому крайне важно сейчас, и это одно из ключевых направлений нашей будущей работы, заниматься вопросами гармонизации законодательства в социально-экономической сфере, решая вопросы в этом плане подготовки законов и в области таможенной политики, налогового законодательства, социальной политики и других сфер, создавая условия для развития бизнеса. Поэтому здесь есть чем заняться именно в рамках парламентского измерения. Соглашение между парламентом Абхазии и Государственной Думой о сотрудничестве направлено на укрепление и развитие традиционно дружественных и союзнических отношений. Алика Трапш, Алексей Гухава, Михаил Братухин, Роберт Ломия, Раму Камки, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаниев встретился с делегацией Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным во второй половине дня. Во встрече также участвовали премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Джансух Нанба. Приветствуя гостей, глава государства отметил важность интенсификации отношений между двумя странами, а также развития межпарламентского взаимодействия. Глава государства выразил уверенность, что приезд Вячеслава Володина будет работать в интересах народов Абхазии и России и придаст импульс двусторонним взаимоотношениям. Аслан Бжаниев также поблагодарил руководство России за постоянную помощь в решении проблем с энергоснабжением. В свою очередь, председатель Госдумы поблагодарил президента Абхазии за встречу и отметил, что отношения России и Абхазии носят союзнический, стратегический характер, и для решения поставленных задач необходимо использовать новые форматы сотрудничества. Вячеслав Викторович взял обед. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые друзья, добро пожаловать в Абхазию. Мы испытываем чувство радости, потому как у нас в гостях представитель братской России, руководитель самого высокого уровня. Хотелось бы, чтобы таких встреч у нас было
все больше и больше. Уверен в том, что ваш приезд придаст импульс нашим взаимоотношениям. А люди такого ранга, как вы, люди, наделенные таким опытом, в обязательном порядке могут решить, помочь, оказать содействие в решении тех вопросов, которые нам до сих пор решить не удалось. Поэтому ваш приезд, конечно же, в полной мере будет работать на интересы народа России, народа в Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали еще более ближе и взаимодействие стало еще более продуктивным. Добро пожаловать в Абхазию. Спасибо вам большое за то, что вы приехали. Хотел бы вас поблагодарить руководство России за то, что вы постоянно нам помогаете. Последние недели у нас были проблемы с электричеством, и благодаря позиции руководства России эта проблема была снята. Большое вам спасибо. Еще раз добро пожаловать в Абхазию. Спасибо, уважаемый Аслан Георгиевич. Во-первых, хочу выразить слова благодарности, что нашли время для встречи. Мы с нашими коллегами сегодня обсудили большой круг вопросов. Это была первая встреча. На протяжении последних лет отношения между парламентами на системной основе не были выстроены, хотя депутаты взаимодействовали друг с другом, профильный комитет работал, но форматы работы между двумя парламентами были в так называемом замороженном состоянии. Больше делали все возможное со своей стороны, по отдельности, как Государственная Дума, так же, как и парламент Абхазии, когда речь шла о принятии необходимых решений, законов, имеющих отношение к развитию наших отношений. Отношения носят союзнический, стратегический характер, но динамику отношений задают главы государств. Наша задача – законодательно обеспечить принимаемые решения. Должны быть новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения, использовать те возможности, которые есть у парламентов, с тем, чтобы решались вопросы в интересах наших граждан, чтобы развивались отношения между странами. И в этой связи мы сегодня приняли решение, было подписано соглашение между Государственной Думой и парламентом Абхазии, создали комиссию высокого уровня с тем, чтобы вопросы, имеющие отношение к межпарламентскому сотрудничеству, вопросы, связанные с такими темами, как гармонизация законодательства, это тема законодателей, мы могли обсуждать и рассматривать сообща. Мы делали все для того, чтобы отношения между нашими народами, нашими странами укреплялись. Сегодня время вызовов. Все эти вызовы можно преодолеть, если мы вместе. Поэтому мы исходим из того, что Государственная Дума и парламент Абхазии имеют все возможности для того, чтобы мы решали вопросы, призванные преодолеть вызовы, санкции, чтобы мы в рамках диалога лучше понимали друг друга, а без диалога нет доверия. Когда говорим о развитии, оно может строиться только на доверии. Вот у нас такой сегодня разговор получился, говорили больше о проблемах, но при этом все подчеркивали, что для нас дружеские отношения, понимание должны быть основой развития. И задача двух парламентов – укреплять это взаимопонимание, делать все для развития. Продолжаем выпуск. При Минздраве республики планируется создать новый оперативный отдел, который обеспечит в случае необходимости экстренный перевод граждан в клиники за пределами Абхазии. Также будет создана служба хирургии катастроф. На трассе Псоу-Сухум будут организованы стационарные медицинские посты. По поручению главы государства Аслана Бжаня для обслуживания этих постов в данный момент проводится подбор специализированных карет скорой помощи. Очень важный будет отдел, который будет заниматься в круглосуточном режиме, еще раз повторяюсь, переводом сложных больных за пределы Республики Абхазия в Российскую Федерацию, в клинике Российской Федерации. То есть будет определен алгоритм действий,
прописан. Будут люди в круглосуточном формате находиться на рабочих местах, заступать как бы на дежурство в этот отдел. И когда поступают сложные пациенты, которым требуется перевод в профильные клиники Российской Федерации, эти люди будут заниматься переводами и согласованием переводов с руководителями российских крупных стационаров. Учитывая вот те реалии, которые есть в нашем обществе, мы знаем, что большой поток автомобилей поступает в Абхазию, очень много транспортных средств, много ДТП в республике, да, высокоэнергетические травмы, очень много ДТП с тяжеленными последствиями. И поэтому мы планируем на республиканской трассе Псоу-Ингур поставить 4 стационарных поста скорой медицинской помощи. И за каждым постом скорой медицинской помощи будет закреплен определенный сегмент, куда они будут выезжать и где будет их как бы локация. Да? На данный момент по поручению президента проводится подбор специализированных карет скорой медицинской помощи иностранного производства, специализированно наполненные необходимым оборудованием для того, чтобы именно как пост скорой медицинской помощи эти кареты работали. Планируем установить 4 стационарных поста скорой медицинской помощи на республиканской трассе. Это Гагринский район, Гудаутский район, озеро Рица и Ачамчирский район в районе поста Тамыш. Вот это все взаимодействие в плотном контакте с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Мы эти вопросы уже неоднократно оговаривали с Львом Константиновичем Кедзеня. Есть полное понимание, как надо делать. Мы консультируемся, у них большой опыт в этом плане. Также с Министерством внутренних дел, с Вальтером Сергеевичем проговаривали эти вопросы. Очень важные вопросы, где правильно установить, где наиболее востребовано будет с точки зрения нахождения именно стационарного поста, на каких участках. Запрашиваем статистику, какое количество ДТП на том или ином участке республиканской трассы происходит. Я думаю, что это очень важное направление. Такого рода пилотный проект, он впервые на территории Республики Абхазия, очень нужный и очень важный, который будет воплощен. Просто нужно для этого какое-то время и определенное финансирование. Актуальные проблемы кардиологии, хирургии, онкологии, нейрохирургии, педиатрии, урологии и офтальмологии обсудил министр здравоохранения Эдуард Бутва с главными внештатными специалистами страны. В качестве основной проблемы специалисты отметили нехватку современного оборудования. Нашим гражданам необходимо качественное медицинское обслуживание, и мы будем продолжать работать в этом направлении, чтобы поднять абхазскую медицину на совершенно другой уровень, подчеркнул Бутва. В рамках встречи также поднимались вопросы платной медицины, привлечения соотечественников из Российской Федерации для работы в медучреждениях страны, повышения квалификации абхазских медиков, деятельности экстренных служб. Кроме того, все специалисты единогласно высказались за проведение всеобщей диспансеризации населения республики. Медики отметили, что необходимость в этом высокая, особенно для граждан, которые перенесли COVID-19. Все школы Абхазии обеспечены новыми учебниками и учебными пособиями, издаваемыми в республике. Министерство просвещения и языковой политики передало районным управлениям и отделам образования более 18 тысяч книг. Все подробности в репортаже Рады Чачава. Районные управления и отделы образования всех районов и городов республики получили учебники и учебные пособия абхазских изданий. Абхазский язык и литература, русская литература, которую не переиздавали более 7 лет, аудиоплакаты на абхазском языке и рабочие тетради. Всего более 18 тысяч экземпляров. Начиная абхазского языка, абхазской литературы, также стоит отметить о том, что более 7 лет не выпускался и не переиздавалась учебник для абхазских школ, русская литература, 7 класс. Большая потребность была этого учебника, и вот сегодня это передается отделам образования, в последующем будут переданы всем школам. Кроме того, всем дошкольным учреждениям республики переданы учебные пособия. Например, алфавитные аудиокарточки на абхазском языке, благодаря которым детям будет гораздо проще учить язык. Аслан Кутейлер отметил, что это станет хорошим подспорьем для родителей. Мы надеемся, что это будет хорошим подспорьем для того, чтобы с детского сада приобщать детей к абхазскому языку. Передача книг и учебников и пособий происходит по заявкам, которые нам прислали с отдела образования. И мы надеемся, что все обязательно и получат. То есть, в принципе, такая работа и
будет продолжено министерством. То есть есть ряд запланированных мероприятий, которые уже проводятся для переиздания, а также переводов учебников. Министерство просвещения и языковой политики также передали дошкольным учреждениям книгу «Пиноккио», переведенную на абхазский язык. Было выпущено перевод «Пиноккио» на абхазском языке, который также получат детские сады, то есть в пользовании, чтобы детям рассказывались сказки на абхазском языке. И также хочу отметить, что в этом направлении тоже будет продолжено, и наши специалисты в министерстве уже работают над этим направлением, чтобы разного рода направления сказки были переведены на абхазский язык для как дошколят, так и для школ, которые будут в библиотеках пользоваться спросом. Все книги переиздаются Министерством просвещения и реализуются бесплатно в соответствии с заявками районных управлений и отделов образования Абхазии. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Русдрам готовится к очередной премьере. 9 и 10 декабря зрителям покажут постановку «Софичка» по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций спектакля. Репортаж Сарии Кварацхелия. «Софичка» – рассказ для тех, кто хочет испытать волнующие эмоции и прожить с героями глубокую историю любви и верности. Через призму жизни главной героини Фазиль Искандер ведет разговор о человеческих ценностях, нравственности, смысле жизни и прощении. Софичка – 19-летняя девушка, чегемка, влюбленная в молодого человека Рауфа, но не смевшая признаться юноше в собственных чувствах. Да чего ж ты миленькая, Софичка? Так бы и съел тебя. Кажется, что все только начинается. Однако трагическая гибель возлюбленного резко меняет ход событий. Грех на душу взял брат Софички Нури. После смерти мужа Софичка принимает два решения. Клянется умирающему Рауфу отговорить родню от кровной мести и никогда не прощать брата. Скажи Шамилю, что мстить не надо. Кровь нехорошо. Из меня вышло столько крови. Передай брату. Исполнительница главной роли Аманда Кварацхелия. Удивительно, как такой молодой актрисе удалось прожить вместе с героиней все перипетии ее нелегкой судьбы. Роль Софички Аманде предложили 6 лет назад. Тогда она и сыграла ее в студенческом спектакле. Это была студенческая работа, а сейчас я понимаю, что на мне лежит еще большая ответственность, потому что если тогда были какие-то поблажки, если бы тогда могли сказать, что ну это же студенты, это ну как бы они поднаберут и так далее. Сейчас я понимаю, что поблажек не будет, и зритель будет смотреть на меня как на уже такую взрослую артистку, которая прошла не маленький путь, поэтому очень страшно, безумно страшно. Я очень сильно боюсь, но я надеюсь, что получится передать всю ту же самую искренность, всю ту доброту, которая была с самого начала, всю ту наивность, легкость такую Софички. И надеюсь, что во мне это не изменилось. И она может научить именно верности, которой в наше время сейчас все намного проще. Если не подошел партнер, ну, можно его поменять. А здесь именно искренние чувства. Актерам удалось стать эталоном героев Фазиля, будто Искандер писал этот текст именно для них. Роль Шамиля, брата Рауфа, исполнил актер Русдрама Осман Абухба. Дезертир Шамиль – один из самых трагичных персонажей спектакля, отмечает Осман. Шамиль не смог отомстить за брата, не смог воевать, а потом и вовсе из-за стыда покончил жизнь самоубийством. Можно ли говорить, что этот персонаж в рассказе Фазиля Искандера является самым слабым героем? Сложно сказать, потому что это надо вот именно столкнуться с теми ситуациями, с которыми столкнулся Шамиль. Может быть, это слабость, некая слабость, но он в то же время, он мог быть сильным, но где-то внутри он не смог справиться с этим. И это была его маленькая слабина, которая в итоге разрушила его.
Спектакль эпичен и полон символов. Свадьба, война, допрос в НКВД, письма из Сибири, похороны и крест, установлены на могиле мужа. Здесь зритель увидит два креста – реальную могилу Рауфа и тень Софички, как символ похороненной заживо любящей женщины. Спустя 5 лет мы его переосмыслили. Это будет совершенно новая постановка с новыми декорациями, новыми костюмами, с настоящим историческим реквизитом, с потрясающим светом, который сделает один из крупнейших российских художников по свету Константин Удовиченко, и режиссурой Лены Одинцовой, которая выпускала абхазский курс, сделала инсценировку эту прекрасную и поставила тогда спектакль. 3 часа пролетают как миг, целая жизнь как одно мгновение. Зрители в зале проживут каждую сцену вместе с героями знаменитого произведения великого писателя. Семейные ценности, умение прощать и до последнего вздоха жить, не изменяя самому себе. Все это на примере жизни простой абхазской девушки Софички. Надо максимально пропагандировать творчество Фазилия Искандера, потому что он позволяет читателю в любой точке земного шара заглянуть в то, что называется душой абхазского народа. Последние приготовления и последние репетиции перед премьерой. Представители СМИ и прибывшая в Абхазию педагог по сценической речи, актриса Нина Амелина смогли увидеть и оценить то, что уже сейчас называют одной из самых громких премьер нового театрального сезона. Это мои, так сказать, мои комментарии к спектаклю по тому, как ребята говорят, что можно... Я не люблю слово «проблемы», а я люблю слово «приключения» и «зоны роста». Туда, куда можно вырасти и играть, говорить еще лучше, еще звонче, еще громче. Несмотря на то, что история Софички повествует о событиях более 70-летней давности, вопросы нравственности, которые здесь затрагиваются, как никогда актуальны сегодня и будут актуальны всегда. Премьерные показы спектакля «Софичка» состоятся 9 и 10 декабря. Сария Кварацхеля, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 2 декабря на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и в первой половине дня преимущественно без осадков. Ближе к вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночи плюс 5-10, днем 11-16. Температура морской воды плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.